Прошлое Киргизстана. Кочевье, нищета. Где уж там было мечтать о высокой технической культуре, науке? Ее становление и развитие всецело связано с победой народной власти, всемирной помощью русских ученых, заботой коммунистической партии. В дни Великой Отечественной войны состоялось открытие киргизского филиала Академии наук СССР. Филиал объединил научно-исследовательские учреждения, связанные с проблемами развития сельского хозяйства, экономики и культуры советского Киргизстана. Фронту был нужен металл. Стараниями ученых он был найден в горах заоблачного Тяньшаня. А затем пришло мирное время. Киргизский филиал Академии наук СССР направил свою деятельность на изучение почв благодатного края, возможностей сырьевой базы в сельском хозяйстве, чтобы дать стране больше хлеба и мяса, других пищевых продуктов, которые отправлялись в освобожденные от фашистских захватчиков районы страны. Юбилей филиала. Гости из братских республик поздравляли ученых Киргизии с большими достижениями во всех областях естественных, технических и общественных наук. Было отмечено, что значимость научных открытий, уровень квалификации кадров позволяют создать в Киргизской Советской Социалистической Республике свою Академию наук. И она родилась уже через год. Первым ее президентом стал известный в стране хирург Ахунбаев. Сегодняшний день Академии. Корифеи киргизской науки, академики Алтмышбаев, Джамгарчинов, Токумбаев, Сыдыкбеков, Мирахимов, Табышалиев, Яковлев, Ильясов, Волкова, Мамытов, Садыков. Ботанический сад Академии наук Киргизской ССР. Ныне это центр пропаганды научных знаний в республике. Природа Киргизии – естественная лаборатория ученых. Биологи решают проблемы растительного и животного мира, развития рыбного хозяйства. Научную работу Иссык-Кульской станции много лет возглавляет ихтиолог Азат Кунурбаев. Оснащенными лабораториями и квалифицированными кадрами располагает Институт неорганической и физической химии, многообещающей науки будущего. Теоретические и практические разработки сотрудников этого института создают предпосылки для развития в Киргизии мощной химической промышленности. За успешное решение ряда практических задач в сельскохозяйственном производстве был награжден орденом Трудового Красного Знамени Институт биохимии и физиологии. Трудно переоценить работу ученых-сейсмологов. Без их участия
Не проектируется ни одно промышленное сооружение в сейсмоопасных зонах Тяньшаня. Но, пожалуй, пальму первенства в Академии наук Киргизской ССР следует отдать Институту физики и математики. В эпоху научно-технической революции без физиков и математиков их теоретических расчетов не обойтись, так же, как и они сами не обходятся теперь без электронно-вычислительной техники. Одним из ведущих отделов Института автоматики руководит академик Алимов. Здесь созданы комплексы машин для механизации наиболее трудоемких операций при проведении горных работ. Некоторые из них успешно внедрены в производство. За это институт удостоен почетной правительственной награды. Высоко оценен правительством республики вклад ученых Института физики и механики горных пород. Научное открытие в производственную практику. Таков девиз сотрудников института. Одним из старейших учреждений республики является Институт языка и литературы. Его история связана с историей зарождения киргизской письменности, образования киргизского литературного языка. Крупнейший из секторов института — сектор героического эпоса «Манас». Редакционную коллегию возглавляет народный писатель Киргизии, академик, лауреат Ленинской и государственных премий СССР, герой социалистического труда Чингиз Айтматов. «Манас» издан на киргизском и русском языках. Он вошел в серию «Эпос народов СССР». Ученые Киргизстана. Они готовят себе достойную смену, дерзновенную, охваченную неустанной жаждой открытий. Слово президенту Академии наук Киргизской ССР Мырзабеку Иманалиевичу Иманалиеву. В истории нашей республики является празднование 25-летия Академии наук Киргизской ССР. Отмечая день ее открытия 20 декабря 1954 года, киргизский народ, ученые и все трудящиеся Киргизии с еще большой глубиной осознали чудодейственные силы социалистического строя, мудрость национальной политики нашей ленинской партии, животворность пламенного пролетарского интернационализма. Сегодня Киргизия – это республика высокой культуры и науки, современной индустрии, развитого социализма, передового высокомеханизированного сельского хозяйства. Заседает юбилейная комиссия. Ученые готовятся торжественно отметить знаменательную дату четверть века триумфального шествия киргизской науки. Пожелаем им радости новых открытий, беззаветного служения своему народу. Ленинский район – один из самых больших и самых интересных районов города Фрунзе. Но не только трудовые успехи коллективов, заводов, фабрик, научно-исследовательских институтов и министерств сделали его интересным в республике.
Профессора Арстанбека Алтымышева в моем городе знают все. Далеко за пределами нашей страны известно его исследования в области фармакологии, а его препараты и бальзамы пользуются